Работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Калском районе уделяется большое внимание. Благодаря специалистам реабилитационного центра, который был создан здесь в 2015 году при поддержке администрации Калского района. Мы принимаем детей из города Гал, Гальские села и ближайшие села Ткварчельского и Очамчерского района. Если я не ошибаюсь, в последнее время и в Ткварчеле открылись какие-то услуги при поддержке государства. Но в этом году мы все равно ткварчельских ближайших сел детей все равно принимаем. Поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья самые уязвимые, каждому ребенку нужен особенный подход, лечение, но при этом отношение к ним должно быть как ко всем детям. Здесь в центре с ними занимаются 9 специалистов. Между тем, в учреждении существует кадровый дефицит. Не хватает, к примеру, логопеда. У нас работает в основном 9 специалистов. Это у нас врач-невролог, врач-физиотерапевт, психолог, массаж, лечебная физкультура, физическая реабилитация, дефектолог, чтобы кого-то не пропустить, музыкотерапия и специалист по методу Портридж, это называется выявление ранних отклонений с 0 до 1 года. С 2015 года до сегодняшнего дня наш центр посещал 188 детей. На базе у нас числится 188 детей с разными диагнозами. Там есть и физическими отклонениями, и психологическими отклонениями. Дефицит специалистов у нас есть. Отсутствие логопеда у нас. Но мы сотрудничаем с другими организациями. В основном мы сотрудничаем с Республиканским реабилитационным центром. У них очень прекрасный специалист, хороший специалист. И наших детей отправляем туда. По словам психолога Моники Шония, которая работает здесь с 2018 года, дети проходят в центре как физическую, так и психологическую реабилитацию. Только с января 2023 года специалист оказала помощь 25 детям с ограниченными возможностями, которые посещают центр. В течение 5 лет я приняла около 100 детей, да, и у нас на самом деле те цели, которые мы ставим, мы видим много положительных результатов, да, и те результаты, которые мы получили, это еще основано на том, что мы очень много работаем с родителями, потому что вот эта вот семейная атмосфера, она многого что значит. Мы должны сделать так, чтобы донести до других людей, что есть дети определенные с ограниченными возможностями, и мы должны делать все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Мы стараемся помочь и дать определенную психологическую поддержку детям, которые нас посещают, естественно, их родителям и окружению. То, что мы делаем, все то, что от нас может зависеть. Зачастую общество не всегда готово принять особенных детей. И есть случаи, когда взрослые сверстники всячески подчеркивают это и даже выражают недовольство, если ребенок с ограниченными возможностями учится с другими детьми в одном классе или играет на одной игровой площадке. А здесь, в центре, к ним относятся с особой любовью и заботятся о каждом, как о родном. Скажите, пожалуйста, вот на один вопрос. Как вы считаете, насколько справедливо общество относится к таким детям? С ограниченными возможностями, с умственной задержкой. Это очень болезненная тема и для нас, и для родителей. И я считаю, что это в целом для общества болезненная тема, потому что мы ни разу, ни два встречались с такой проблемой. Такие проблемы были и в школах, и среди родителей. И бывают и на улице, и везде такие проблемы бывают. И многие организации, многие фонды, с кем мы сотрудничаем, работают уже давно по этой направлению. Проводятся уроки добра, проводятся беседы с родителями, но... Знаете, вот это очень долгий процесс. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием. Есть коляски, кровати и иной медицинский инвентарь. Но очень не хватает стационара и транспорта, рассказывает с сожалением директор центра Майя Квикискири. Хорошо было бы у нас, если мы имели бы стационарные условия, как, например, Сухумский, республиканский реабилитационный центр, и дети с мамами находились в центре во время курса этой реабилитации. Транспорт и стационар, да.
Специалисты делают все возможное для того, чтобы каждый особенный ребенок скорее адаптировался к той среде обитания, в которой он живет, растет и развивается. Дети приходят с диагнозами сколиоз, кифосколиоз, незрелость тазобедренного сустава. Реабилитационные центры – все условия для проведения физиотерапевтических процедур. У нас пациент с сколиозом, уже второй курс проходим 10 процедур, и у нас боли нет уже, состояние улучшилось, есть успехи, конечно. Моему ребенку 6 лет сейчас, у него аутизм диагноз. Вот, ходить ему очень трудно, например, разговаривать тоже. Здесь мы каждый день и к психологу, и массажистам обращаемся. Огромное спасибо хочу сказать здесь, кто работает, кто занимается с нашими детьми. Это все знают, какие они трудные дети. Я уже 2 года здесь хожу. Даже очень приятно, потому что мне самому как мать очень приятно мне с ними общаться, и ребенку очень приятно общаться с ними. Он у меня не разговаривал даже, но чуть-чуть сейчас я смогу сказать, что ему лучше. Несмотря на то, что в этом центре создана специальная среда, благодаря которой ребята не только лечатся, но и развиваются, в отношении этих детей в обществе давно пора повышать инклюзию. А для этого необходимы коррекционные классы, где дети будут обеспечены всем необходимым. Инклюзивное образование – это вообще, я считаю, что такая штука, которую должен понимать каждый, но, к большому сожалению, это не для всех, которые могут понять, если грубо сказать, чтобы можно было достучаться для каждого человека. Мы не можем воспитать весь мир. То есть, да, мы стараемся помочь и дать определенную психологическую поддержку детям, которые нас посещают, естественно, их родителям и окружению. Необходимо повышать инклюзивное образование и адаптировать детей с ограниченными возможностями к обществу, просто потому, что они такие же граждане, как и все остальные. И что самое главное, очень важно изменить отношение людей к этим детям. Очень хочется, чтобы мы научились уже не тыкать в них пальцем, не смеяться и задирать, а просто спокойно относиться, воспринимая детей с ограниченными возможностями, как всех остальных. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Библая, Кал Медиа.